на сегодня. Мы постоянно контролируем эту ситуацию. Александр Иванович, понятно. Но два вопроса здесь, которые сегодня очень заботят наш народ и наших мигрантов. Это цена авиабилета. Оно осталось на прежнем уровне? В долларовом эквиваленте она осталась на прежнем уровне. Но, извините меня, в любом случае здесь, по крайней мере, вы привязаны к СОМу. Такого большого скачка-то не может быть. Ну, сегодня в парламенте было сказано, что один билет стал стоить 150 тысяч рублей. Нет, такого нету. Мы хотели бы увидеть эту информацию, потому что на сегодняшний день из тех тарифов, которые у нас есть и даны. Александр Иванович, можно ближе к микрофону? У вас там таблица есть, я вам дал, в одной из этих. И там есть тарифы. Тарифный график. И второй вопрос. По грузу 200 объясните ситуацию. По грузу 200, но она постоянно возникает. То, что Аэрофлот перестал летать, обычно они вывозили. У них там есть ритуальное агентство и прочее. Если у трафика цена как была, там 5 лет назад установленная, $200 на перевозку, вполне могли, я не отрицаю такого, что какие-то ритуальные агентства, которые не знают либо куда обратиться, либо они повышают цены через это. А у трафика есть, мы разбирались по этому вопросу, трафик, МИД, мы сидели, разбирались по этому вопросу еще, по-моему, полгода назад. И до этого о том, что были подписаны все соглашения, пожалуйста, $200 как было перевозка трафика, так она и осталась на сегодняшний день. Не, насколько я помню, информация такая просачивалась в прессе, что по грузу 200 ответственно только Аэрофлот. Нет такого, да? Такого близко нету, это просто... Георгий Владимирович, вообще сами объясните ситуацию. Здравствуйте, уважаемые депутаты. По грузу 200 на сегодняшний день наша авиакомпания, все обращения, которые поступают от консульств, представительств, от граждан, мы полностью перевозим. Перед входом сюда я как раз непосредственно звонился с нашим посольством в России, с Алмазом Букалаем, советник. Мы с ним говорили, когда только эта ситуация началась, после того, когда российские перевозчики отказались. Он уточнил, можем ли мы брать или не можем мы брать. Да, я ему подтвердил, мы можем брать, но, естественно, мы не можем брать 3, 4, 5 грузов на одном рейсе. Но, учитывая, что мы летаем 2 рейса в день, это Бишкек-Москва, и 2 рейса в день, это Ош-Москва, то есть, грубо говоря, на каждом рейсе 1-2 места можем брать. Буквально, получается, на вчерашнем рейсе Бишкек-Москва 1 место привезено было, и 1 место было привезено в понедельник на рейсе Ош-Москва. Сейчас я с ним созвонился, они как раз, наше посольство, говорит, что они только вчера письмо направили в наш МИД, в котором говорят, что все вопросы по грузу 200 перевозкам с перевозчиком, с нами, в данном случае кыргызским, все было обсуждено, и вопросов никаких не возникает. Поэтому мы не знаем, откуда эта информация берется. Плюс с Иркутска мы постоянно возим из других маршрутов. И как Александр Иванович сказал, цена на перевозку у нас не меняется. А вот ритуальные услуги, мы не можем их комментировать, мы не знаем, где они производятся. То есть груз 200 приводится уже в цинковом гробу в сам аэропорт, грузовой терминал. После этого он вылетает. При обращении наша компания без проблем берет. Просто раньше было много разных этих грузовых агентов, которые работают с иностранными компаниями. Сейчас, да, естественно, может быть, если к этим обращаются, нету. Но есть наше посольство, у них есть контакты, есть диаспора, поэтому по грузу 200 никаких изменений по стоимости у авиакомпании не произошло. Спасибо. Уважаемые депутаты, есть вопросы? Исхак Абсанович. Вы дайте нам, пожалуйста, сколько стоил авиабилет в декабре, в январе и в феврале. И теперь сколько стоит на вашей компании. Это первое. Второе, все-таки вы немножко лукавите. Вы говорите, что не знаете, по какой цене Аэрофлот возил ритуальные вот эти вот мероприятия, груз 200. Ваша компания $200. Может быть, в этом заключается разница, что у них цена была меньше, поэтому возникает вопрос, что груз 200 дорого стали отправлять. Я так правильно понял вас, что из-за того, что Аэрофлот прекратил полеты, и единичные случаи имели место, ваша цена показалась для кого-то дорогой. Может быть такое? Нет, сейчас, Георгий Владимирович, я ошибся. На самом деле про 150 тысяч сегодня утром было озвучено именно про груз 200. Не про стоимость авиабилетов, а про груз 200. Вот, ответьте на этот вопрос.
Смотрите, первое, я не говорил о том, что у Аэрофлота стоимость, я говорил о ритуальных услугах, потому что помимо самой перевозки существуют ритуальные услуги, как оцинковка и все прочее. Сколько она составляет, мы это не знаем. А стоимость перевозки груза у иностранных авиакомпаний, у них немного даже выше. То есть у них не 200 евро, у нас составляет не в долларах, я вот поправлю, извиняюсь, у нас в евро. То есть все тарифы в нашей компании установлены в евро в соответствии с ИАТовскими стандартами. Цена, она не поменялась. И вот эти 150, нужно понимать, что именно за перевозку, а что именно за оцинковку, за доставку, за бальзамирование и все прочее. Вот я сказал о том, что мы не знаем, сколько это стоит, потому что мы этим не занимаемся. Вот, может быть, и за счет этого складываются эти 150 Но тысяч, я не людей знаю. беспокоит транспортировка. Я не имел в виду мумификацию и так далее, бальзамирование. Я имею в виду стоимость транспортной услуги за перевозку с Москвы в Кыргызстан, например. Есть разница между вашими услугами и аэрофлотовскими? Я просто подсказываю вам. Может быть, у них ниже, и после того, что как они остановили, это показалось. Есть такие данные у вас? У кого есть такие данные? К сожалению, у нас таких данных нет, но я сегодня же запрошу у Вы Аэрофлота. запросите, для чего? Потому что вам тогда аргумент будет, что если Аэрофлот, например, бесплатно возил, а вы предлагаете там, вы просите оплатить 200 евро, это разница огромная будет. Поэтому вы должны быть готовы к этому ответу. Второе. Рост билетов, стоимость билетов, вы говорите, что не происходит этого, да? Но при этом лукаво говорите, что мы привязаны к доллару или к евро. А он же растет каждый час. Значит, то, что я купил билет сегодня и куплю завтра, может быть разница, да? А у нас в Кыргызстане разве не действует закон, что все операции в национальной валюте производить? По-моему, есть такой закон, который обязывает всех на территории Кыргызстана осуществлять деятельность только в сомах. Мы когда-то требовали от того, чтобы предприятия, которые оказывают услуги, брали риски на себя. Закладывали либо заранее цену, но так, чтобы доллар скачет. Вот, например, на один и тот же самолет сейчас получится 100 человек купит билет, первый купит за 9 тысяч, а последний может за 15 тысяч купить. Так же, да? На один и тот же самолет. Да, вполне возможно. Это нас ожидает. Поэтому депутаты, когда говорят озабоченность, мы все-таки хотели бы найти способ, как бы остановить рост цен. Я не знаю, как это вы сделаете. Либо вы хотите на правительство, пусть правительство вам компенсирует потери от валютных запасов, от валютных потерь. Либо как, но гражданин не должен на себя ощущать, потому что он и так страдает же. Поэтому мы вас пригласили экстренно для того, чтобы вы подняли вопрос перед правительством. Антикризисная программа. У нас Джапаров несколько раз уже объявил, Акылбек. Вы тоже входите в эту группу риска, поскольку вы пользуетесь долларами, получаете ГСМ из расчета долларов, я так понимаю, да? Сейчас обращайтесь к российским партнерам, пусть они в рублях вам дают, и вы им сомах отвечаете. Мир к этому катится же. Наша обеспокоенность в этом выражается. А когда 9 рейсов в неделю российские авиалинии разом выпадают, тут, конечно, будет проблема. Кого-то не смогли вывести, кого-то вовремя не могли вывести. Как вы говорите, одним рейсом всех не провезешь. Возникли какие-то не годится так говорить, очередь возникает. Естественно, оттуда возникает вопрос. Албайт аттебайтшатта. Поэтому, наверное, вам надо отреагировать как-то быстро, выходить на правительство от имени летного сообщества и просить своих партнеров в России, давайте мы тоже заморозим цены. Вот параллельно с вами еще одна проблема. Сегодня только возникает. В высших учебных заведениях, школьных учреждениях, где в долларах оплата, люди плачут сейчас. Половину заплатили по курсу 85, половину требуют по 95. Кто будет страдать? А это учебное заведение, там будем разбираться. Поэтому вам тоже надо, вы, поскольку являетесь нашими предприятиями, вы должны прежде всего думать об удобствах наших граждан. И учитывать, что они... Вот в этом русле поговорили бы, было бы хорошо бы. Для этого вы должны нам показать все-таки динамику роста цен. Если естественный рост цен, он понимаем, мы немножко добавляется там, но вот сейчас идет крушение идет полного. Вы должны быть готовы. Авиакомпания не готова, ущерб не хочет нести, так не бывает. Я думаю, в цене всегда закладываются какие-то риски.
Вы, как агентство, должны контролировать, чтобы авиакомпания не воспользовалась этим. И где-то по нулям сработает, это тоже не страшно. Лишь бы не в минус. А вы хотите при этом еще оправдать свои расходы. Это по меньшей мере даже неудобно как-то. В русском языке говорится «быть бы живу». Ну как так? И тогда возникает вопрос, конечно. Значит, авиаторы хотят свои убытки возместить. За чей счет? За наш. А наши убытки кто возместит? Граждан имеется в виду. Поэтому давайте, как вчера сказал президент, в едином каком-то порыве мы должны работать. Все риски мы должны максимально минимизировать. Вместе с вами. И будет очень странно. Вообще нам надо сейчас вопрос ставить глобально об экономике нашей. Половина товаров у нас из-за рубежа ввезена. Китай, Россия все в долларах. Так что они теперь бесконечно будут повышать цены, что ли? Тогда повышение зарплаты на ноль придет. Поэтому давайте, у меня предложение. Вы все-таки проанализируйте по поводу груз-200. Я думаю, там имело место. Может, не массовый, конечно. Куда Сахтасан, пусть не будет так. Даже единичного случая достаточно будет. Вы сопоставьте цену перевозок аэрофлотовской, сколько заплатили, и сколько платит вам, ваши расценки. Второе. Вероятнее всего, я детали не знаю, вероятнее всего речь идет о том, что государство за груз 200 компенсирует определенную сумму. Так же? Может быть, где-то этот процесс не срабатывает. Из-за этого возникают аналогичные вопросы. Один получает с посольства деньги, второй не может получить. Идет к вам, вы ему выставляете счет. Он, конечно, будет возмущаться. Случаи разные же бывают. Поэтому вам надо более тщательно проанализировать и дать нам информацию. Быстрее надо дать. С тем, чтобы либо вас объяснить вам, что вы так вынуждены, либо наказать вас за то, что хотите сохранить свое нажитое богатство за счет простых граждан. Вот одно из двух должно быть. Либо вы с нами, либо вы не с нами. Спасибо, Исхак Абсамович. Барбада, я 100% согласен с Исхаком Абсамовичем, да, на сегодняшний день Министерство транспорта должно все бросить. И прежде всего, пока российские авиакомпании на следующей неделе, ну дай бог, если они опять начнут выполнять регулярные рейсы, надо все силы бросить сюда. И не зря говорит Исхак Абсамович, он прав. Сегодня есть уникальная возможность у вас, да, ввести антикризисный план, вот эти все ваши предложения. То есть убытки должно нести и авиакомпания, и государство тоже. Самое главное в этом вопрос. И в обязательном порядке. У каждой компании есть свои представительства там. Через представительство, будьте добры, разъяснительную работу среди всех пассажиров. Они же сразу напрямую начинают звонить, потому что все депутаты связаны, я вам честно скажу, с каждым гражданином. Они все связаны с депутатами. Они сразу, чуть что происходит, сразу начинают звонить. Поэтому надо вести хорошую разъяснительную работу среди пассажиров. То, что вот вы мне сейчас сказали, что со следующей недели Аэрофлот начнет свои регулярные рейсы, это очень радует. Я одну только не могу понять, почему Аэрофлоту Сибири они попали под санкции, да, сейчас они прорабатывают свои вопросы, да, а почему Уральские авиалинии, у них такой же авиапарк. В чем тут проблемы? Проблем нет, имеется в виду. Урал, как сказать, более, во-первых, у них меньше самолетов в Северной Ирландии и в этом, как больше выкупленных самолетов. И второе, если честно, там более бесшабашное руководство. В Урале? В уральских авиалиниях? Да. Когда я с ними разговаривал, они вообще сказали, нам плевать, вы нам только скажите, что вы нас арестовывать не будете, и все. И мы будем летать. Чьюз компания Air Manas, почему на сегодняшний день они не выполняют? Москву выполняете? Надо же сейчас заменить. Ну, я понимаю, один борт. Надо заменить это хотя бы на время российские авиакомпании. Надо же с этого кризиса нам выходить. Сегодня 14 рейсов в неделю США летают, и 14 рейсов, я только по Аэрофлоту говорю, с Бишкека летает. Вы представляете, за неделю 28 рейсов.
как их авиакомпания, авиатрафик может закрыть? Александр Иванович, это прежде всего ваша забота должна быть. Забота Министерства транспорта, Тавалды Гапурович. Мы должны были к этому готовы быть. Всегда, всю жизнь говорю я, давайте развивать внутреннюю авиацию, давайте развивать авиацию. Правительство, уделите внимание авиации. Нет, никто не уделяет. Вот как раз таки есть момент сейчас, Тавалды Гапурович, надо поднять. Министру надо передать, чтобы в антикризисный план надо внести развитие авиации. Хотя бы, пускай из тех денег, которые приходят в государство, да, пускай хотя бы 5% дают в виде кредитных ресурсов. За всю независимость Кыргызстана авиации не было выделено ни копейки денег. Ну вот сегодня такой момент, где надо просто-напросто обратить внимание. Сегодня в государстве есть, хотя и в сомовом выражении, может быть, не в долларах, а есть, и золотовалютный запас есть. И вчера мы буквально слышали, и бюджет поднимается. Сейчас только от руководства Минтранса зависит все. Надо инициативу перехватывать. А то, что касается груза 200, Георгий Владимирович, надо взять под контроль. Я понимаю, ритуальные услуги, там, у вас есть представительство, в конце концов, во всех городах. Правильно? Надо представительствам сейчас организовать работу хорошую. Пускай кто даже агентства, которые продают ваши билеты, им надо тоже объявить. При продаже билета пускай объяснят, в чем ситуация, какая ситуация. Сейчас, пока мы не подключатся российские авиакомпании, вот ажиотаж так и будет. Я понимаю, что это паника. Да, многие люди не могут вылететь там. Многие грузы сейчас встали, потому что вы не можете вывести. Силенок не хватает. Но это пока мы разъяснительную работу среди наших пассажиров не будем вести. С курсом доллара, вы видите, да, в России что творится? Все наши мигранты сейчас возвращаются сюда. Все мигранты возвращаются, потому что невыгодно там работать. Да. И никто не гарантирует, что это закончится через месяц. Поэтому, Александр Иванович, здесь ответственность полностью на вас. Вот мы вчера проводили с авиакомпаниями совещание как раз-таки на возможность повышения перевозок, возможности привлечения дополнительных самолетов. Даем добро целиком и полностью. Туркам дали добро на увеличение. Вчера, знаете, уральцам дали добро на увеличение рейсов. Сибирь уговаривают. И всем остальным только для того, чтобы была возможность вывозить пассажиров. Все понятно, но опять же, со стороны государства, я понимаю, компания «Авиатрафик», компания «Air Manas» — это частные компании. Государство, значит, должно и подумать, а авиакомпании тоже. Мы даже говорили с Шершеевым, что восстановить Ту-154, знаете, тот, который сейчас у нас стоит. Даже о нем начали смотреть, как его поднять, то, что вы понимаете. Да, мне кажется, что лучше сделать, да, чтобы они не поднимали билеты, да, фиксированные билеты у них были. Лучше освободить их от взлет-посадки там на время. Антикризисный план надо как-то с аэропортом вместе. Авиация же это одна сетка, правильно? Навигация. Поднимайте эти вопросы, поднимайте. Надо будет здесь вам помочь, давайте мы вам поможем. Но при этом не надо вот это, чтобы народ страдал прежде всего. Они и так там получили свое. Еще получат, да. Да, давайте, Исхак Александрович. Вы сейчас дали вот эту динамику роста цен. Вы мне объясните, пожалуйста, с января месяца по март месяц компания «Авиатрафик» почти на 11 тысяч стоимость билета подняла. Это допустимо так? Что-то это... Я такого роста цен... Вот вы... 8-я страница вашей красивой таблички. Вы показываете с 13 января до 9 марта рост цен. Компания «Авиатрафик» на 10 тысяч 600 сомов подняли, более чем на 30%. С чем это связано? Тогда еще кризиса не было, что-то вы
Или вы заранее подготовили к этому? Нет, мы просто вели ее постоянно таблицу ведем. И я вижу, но Александр Иванович, микрофон включите. в течение 1,5 месяца на 11 тысяч, она же, конечно, заметно же будет. Мы же за эти 1,5 месяца зарплату не увеличили людям, пенсии не увеличивали. Георгий Владимирович, вам же это... Вы С чем ответите. связано С января по 30% март увеличение? Дело в том, что вот этот скачок, это вот буквально сегодняшний скачок. Сомовый скачок. Но тем не менее это скачок. Вы говорите, что нет роста. Есть, оказывается, одна мы из 3 говорим, авиакомпаний, в сомовом которая рейс эквиваленте, осуществляет. да, есть. Ну, это большой скачок, 30%. Это очень большой скачок. То ли это 18 618 было, то ли это 29 315. Разница большая. Я не думаю, что бензин так прям за 3 дня подорожал на 30%. Керосин, то есть. Да не керосин, а... Или аэропортовские услуги в Москве или Новосибирске подорожали на 30%. Я не думаю, что так быстро. В январе $85 был. Нет, я все равно, Александр Иванович, все равно на 30 с лишним процентов повышения в течение последних дней, тут уже есть подтверждение. Вы говорите, дайте факты. Вы сами дайте факты. У нас всего лишь три компании летают. 3 вот показали. И одна из них повышает цены. Остальные не повышают, скажем так. Поэтому я логики не вижу. Я понимаю, если все авиакомпании подняли бы примерно равно, тогда объясним. Но из 3 одна поднимает на 30 с лишним процентов, остальные не поднимают. Где же логика-то? Может быть, авиатрафик представитель объяснит? Для меня это очень удивительно. Я думал, рынок авиаперевозок это один, требования одинаковые, одним керосином пользуются, одним источником, одним долларом, евро пользуются. А вдруг одна компания повышает на 30%, а остальные стесняются? Я не знаю тогда. Вы же сами даете информацию. Вы говорите, что Мандумаров дал. Я вам даю вот информацию с вашего блокнота. Смотрите, на сегодняшний день топливо поднялось на 22%, но вы говорите о фиксированной цене. Фиксированной цены в авиации на авиабилеты не существует ни в одной авиакомпании мира и по всему рынку. Стоимость авиабилетов, если бы она была фиксирована и была бы стабильная, не изменялась, но есть периоды, когда есть спрос и повышенный спрос, пониженный спрос. Перевозчики перевозят и в соответствии с рекомендациями, международными правилами ИКАО, ИАТА, в которых определяется. Тарифная сетка определяется не в одном тарифе, эквиваленте в каком-то определенной сумме. Она действует от и до определенного периода. И в зависимости от этого она меняется. То есть та стоимость, которая проведена Департаментом гражданской авиации, это стоимость, которая взята на какую-то определенную дату. При этом нужно определять, что пассажир билет приобретает не сегодня, на завтрашний день, как в магазине пришел и сегодня покупаешь хлеб на завтра. Пассажир приобретает билеты, к примеру, на 25 марта или на 16 марта. Он мог эти билеты покупать еще и в январе, и в декабре, когда стоимость курса доллара была одна. Это первый момент. Второй момент касаемо, я извиняюсь, да, я сейчас сразу скажу, что касается национальной валюты и в рублях. Почему стандартные международные правила и рекомендации ИКАО и ИАТА определяют, на международных направлениях должны быть утверждены тарифы в свободно конвертируемой валюте. Это что значит? Потому что билеты продаются не только для граждан Кыргызстана, они продаются для всех граждан, любого пассажира в любой точке мира. То есть можно зайти через сайт в любом месте или зайти в агентство в любой стране мира, в принципе, и купить билет. Соответственно, установить тарифы в СОМах на международное направление это невозможно, потому что в некоторых странах просто-напросто не будет эквивалента, да, и тогда они меняются. В 2007 году ИАТА крайний раз изменила рекомендацию и предложила перевести всем авиакомпаниям в евро. Поэтому тарифы сейчас, допустим, в нашей компании в евро, у Turkish Airlines в евро, у Аэрофлота и у других компаний также тарифы меняются и растут, они изменяемые. Что касается наземного обслуживания, вы говорили, в Российской Федерации, оно, к сожалению, меняется. Да, сама оплата происходит на территории Российской Федерации в рублях, но сами тарифы утверждены в евро и в долларах, в зависимости от того, как аэропорт определил. Но оплата происходит, то есть рейс сегодня летит,
за него выставляются сегодня. И, соответственно, мы оплачиваем в рублях, но тариф будет привязан к сегодняшнему дню. При этом он привязывается к коммерческому курсу. А у перевозчиков курс привязывается не к коммерческому курсу, который на улице сейчас, к примеру, 106, а привязывается к Национальному банку курсу, который сейчас составляет меньше. То же самое к Центробанку, который в России. Цена, она будет меняться, и она будет меняться в зависимости от курса доллара, евро к рублю, потому что в России люди покупают, они покупают в рублях, потому что оплата должна производиться в соответствии с законодательством в рублях. В соответствии с нашим законодательством оплата на территории Кыргызской республики осуществляется в сомах. Именно поэтому это и происходит такая разница. К сожалению, на эту стоимость мы повлиять не можем, но та стоимость, если мы возьмем, вот я приводил в письме, к примеру, на сегодняшний день в Бишкеке стоимость керосина составляет 97 тысяч сомов. Она меняется и предоставляется авиакомпаниям только на 10 дней. Я только говорю о конкретной стоимости керосина в Бишкеке. А если мы берем стоимость керосина, к примеру, в Санкт-Петербурге, она определяется от плаца, который плац меняется каждый день. И она выставляется, плюс добавляется стоимость. И там она выставляется уже в долларах. И мы оплачиваем не сегодня, на месяц вперед можем в рублях оплатить. Нам выставят стоимость в рублях, но она будет привязана к тому дню, когда произойдет рейс. Именно от этой стоимости произойдет. Да, мы можем как-то снижать, варьировать с этим, но просто мы не можем уходить в минус, потому что за период, допустим, пандемии, когда были, да, или других моментов, да, компания иногда за год бывает, что рейс сегодняшний, он уходит в минус, да, рейс завтрашний, он уходит в плюс, но у компании, у авиации определяется годовой период, плюс те же самые запчасти. Все воздушные суда, они западного производства. И все оплаты у нас происходят в долларах и в евро. То есть мы заказали, к примеру, запчасть, которая должна была нам прийти, или двигатель, да. У нас она стоимость в долларах. А мы деньги уже, к примеру, вчера получили, но нам их перечислили же в сомах. А мы хотим, не хотим, будем переводить. И переводить их, покупать доллары в курсы, какой он есть. Поэтому, к сожалению, в авиации у нас вот курсовой разница очень сильно завязана. Так, спасибо, Георгий Владимирович, за лекцию очень красиво, вы правильно сказали, я не спорю с вами. Ну, во-первых, я хотел уточнить, от 18 тысяч до 29 тысяч это не 20%, это 30%, более 30% повышения цен. Во-вторых, я гражданин Кыргызстана, у меня нет проблем для ваших запчастей, я хочу покупать билеты и улетать. В-третьих, я в аналогичной ситуации, как и вы, попадаю. Вчера я зарабатывал 10 тысяч рублей, это стоило там сколько... $150, сегодня это $100 получается. Я исхожу из этого соображения, понимаете? Я хочу летать. Поэтому мы должны найти общий средний какой-то. Ваш рост очевиден, вы сами даете в таблицах, это рост цен. Неважно, где это зафиксировано как. Я понимаю, что привязано к валюте, что кыргызский сом в Самарканде не найдешь, в Вашингтоне не найдешь. Но я уверен, что в Вашингтоне и Самарканде не покупает Бишкек, Новосибирск билеты. Во всяком случае, не так массово. Сегодня технологии позволяют оплату производить с любой карточки хоть откуда. Поэтому этот довод, я считаю, недостаточно. Он принимается, но недостаточно. И мы сейчас просим вас лишь об одном. Я просто спросил вопрос, почему из этих компаний, которые осуществляли рейсы, в этот период резко повысилась цена. Только это. Это дает повод сегодня говорить о том, что резкий скачок. Ваши аргументы здесь не принимаются для потребителя. Я понимаю вас как экономист, вы должны во всяком случае не минус идти. Но ситуация-то, весь мир идет в минус. Значит, мы должны вместе как-то, вы ближе к минусу может подойти. Максимально надо вам ужать свои возможности. Или стремление что-то оправдать. Более того, то, что вы говорите в зафиксированной валюте, ну хорошо, то, что вы говорите за год вперед, я не принимаю, потому что вы сегодня осуществляете рейсы, получаете по курсу 95 сомов. Через 2 месяца будет 195. Вы все равно свои обязательства не выполните. Перед поставщиками, перед теми, кто оказывает услуги. Ну что мы друг другу это самое объясняем? Вы правы, но это не объяснение. Давайте искать способ, как решать этот вопрос. Вы должны занимать место Аэрофлота. Александр Иванович сказал, что сейчас дают разрешение на полеты разные. Вперед, находите способы. Вы займете это место на рынке, оно будет потом вашим. Вы же, в конце концов, же на то и стремитесь, чтобы побольше получить место в этом пространстве. Ну, занимайте. Для этого вы должны разговаривать с партнерами со всеми, договариваться. Если российским самолетом проблема вылетать куда-то, ну, оформляйте каким-то образом, я не знаю как.
Это вам виднее. В одно же время какие только самолеты к нам не прилетали. Разных компаний, но почему-то пользовались вашими, другими компаниями. Это же допускается как-то, технология. То есть вы должны день и ночь сейчас искать возможности занимать рынок. Я вам как коммунист, как капиталисту говорю, в конце концов. В плохом тоже бывает хорошее. У вас уникальная возможность сейчас получить максимальную площадь. Ищите, и так резко не надо повышать. А это резко. Я вот как потребитель, я замечаю, что это резко. За 1,5 месяца на 11 тысяч это много. Наших граждан не объяснишь долларовым курсовой разницей. Они к нам обращаются, поэтому мы выражаем озабоченность. Мы не хотим вас ругать. Давайте вместе поищем. Пусть ваши курирующие органы государственной власти, Министерство транспорта, надо думать. Я беспокоюсь о том, что не сегодня, не завтра вообще правительство должно экстренные меры подготовить. Потому что обвал идет. Никто не может прогнозировать, как будет идти обвал. И никто нам не поможет, кроме самих себя. Обращайтесь в банки коммерческие, пусть беспроцентный суд дают вам. И это тоже выход есть. То есть ищите способ. У нас же премьер-министр хвастается, у нас там профицит бюджета 300 миллиардов. Ой, 30 миллионов, 300 миллионов. Просите. Хотя бы компенсировать часть расходов, которые вы, ну, скажем, груз 200 или рейсовые какие-то. Компенсацию частичную. Чтобы вы на плаву были. Не стремитесь зарабатывать. Я только это хотел вам сказать. Сейчас это очень опасно. Георгий Владимирович, а вот это вот, то, что предоставил нам сейчас информацию, мониторинг, он правильный? Вы согласны с этим, что с 18 тысяч до 20 тысяч, 29 тысяч выросли билеты вашей авиакомпании? На 11 тысяч, вот то, что говорил сейчас Сахаб Саматович. Всего за 1,5 месяца. Я понимаю, инфляция идет, там, нефть растет, но не таким темпом. Смотрите, здесь предоставлена средняя стоимость цен в январе и стоимость зафиксированная, которая сейчас максимальная на сегодняшний день. Это не с января она двигалась, изменялась. Она изменилась буквально за вот эти дни, начиная с 1 марта. Это не в феврале происходило, а с 1 марта. Еще раз, с того момента, когда начался рост по валюте. При этом нужно отметить, что это не все билеты за эту стоимость продавались. То есть, если взять на рейсе из 148 кресел, допустим, я вот предоставлял вчера. Эта информация дана авиационными властями. И здесь средневзвешенный дается средневзвешенная стоимость. Поэтому я у вас и спрашиваю, это правильная информация? Я хочу посмотреть, я просто не видел тут те данные, которые они вам сегодня предоставили. Ну, они-то эти анализы ведут наверняка на основании ваших данных, которые вы даете Департамент гражданской авиации. Ну, они берут в свободном доступе по системам бронирования, которые допускаются на январь месяц и на сегодня. Вчера мы им дали стоимость билетов, которая действует на сегодня, на вчера, вернее, если быть точнее, которая на ближайшую неделю, до 13 числа. Хорошо, на сегодняшний день стоимость билетов какая? Бишкек-Москва? Бишкек-Москва в среднем на ближайшие даты 29 тысяч. А ровно 10 дней назад сколько было? 10 дней назад было в районе 16-17 тысяч в Москву. Это только за счет доллара? За счет доллара. Основная масса это за счет доллара изменилась. Стоимость в евро у нас тариф не изменился. У нас он как был утвержденный, сетка тарифов всех, она так и осталась утвержденная. При этом количество мест, выкупаемых по одному тарифу или по другому тарифу, естественно, так как российские перевозчики отменили рейсы, до 13 числа просто пассажиры массово с отмененных рейсов начали пересаживаться. Именно за счет этого произошло изменение в национальной валюте стоимости билетов. Но стоимость билетов, она не фиксированная. Но все замечания, все предложения, которые вы сказали, мы учтем, примем. Георгий Владимирович, я об одном хочу сказать. Я понимаю, сейчас в этом направлении, кроме вас, никого нет. Уральские авиалинии, там, да, они свои рейсы выполняют. Но, опять же, львиную долю этих рейсов, да, которые сейчас между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, выполняете вы. Но не надо этим пользоваться. Злоупотреблять этим нельзя сейчас.
Ребят, ну, о чем сейчас Исхак Абсамович говорил? Это время пойдет, еще может быть через неделю, никто не знает. Но опять же, кто будет плохой, это будет правительство Кыргызской республики и вы авиакомпания. Поэтому я еще раз повторяю, подумайте о ценах сейчас. Настолько, что за 10 дней вырасти с 16 до 29, это почти 90%. Но не было такой инфляции. И не было такого роста цен. Даже в нефтянке. Мы об этом всего лишь говорим. Правильно Исхак Абсамович сказал. Он только с точки зрения обывателя сейчас все четко разложил. Подумайте. Я еще раз повторяю, это может боком сказаться потом. Не надо на этом сейчас играть. Тавалды Гапорович, особенно вопрос сейчас, антикризисный планға киргизгиле өзүңөрдүн предложенияларды, макулбу, сунуштарыңарды. Керек болса, булардын баасы өспөш үчүн аэропорт менен сүйлөшкүлө, взлет посадкаларды отменять эткиле. Жок, ошо взлет посадкасына эле бир 3000-ден 5000 долларга чейин кетет. Ал взлет посадка эмне отургузду, учуп кетти. Калгандары мейли, подача трапов, это чистые расходы. Ну вот кеткенине ошоларды деле отменять этип турса болот азыр. На время хотя бы. Ошолардын баарын предложение кылып атат срочно. Анан мына бааны кармап калбасаңар болбойт. Баксыныч, кабыл алабыз баарынан. Азыр биздин министрибиз дагы өзүбүздүн коллегалар менен сүйлөшүп атат, ушу Россия Федерациясы боюнча. Ушул бардык маселелер боюнча. Андан сырткары азыр Акылбек Үсөнбековичте да жыйын болот, ал жерде да биздин министрлик менен чоң жыйын. Сөз антикризисный план жана бизге тиешелүү маселелерди бүгүн биз карайбыз баарын. Тавыл Гапорович, саламатсыздарбы? Мынау башка компаниялар учпай койду. Эми азыр биздики мына өзүбүздүн эле местный компаниялар учуп атат да, туурабы, Россияга? Авиатрафик Эрманас учут. Эрманас. Анан Урал российский компания учут. Ошолорго да эми ушунчалык кыйналып атсаң мына өкмөт менен сүйлөшүп, алкары бийлик менен сүйлөшүп, субсидия берсек да жакшы болот эле. Буларды эле кыйнаган болбойт бир четинен. Өкмөткө сунуштайбыз сөз. Бүгүн дагы жыйын болуп атат. Акылбек Үсөнбекович азыр министр ошол жака барат да, ошондо да каралат бул маселе. Рахмат. Барды түшүнүктүү болду окшойт, Исхак Абсамович, башка сунуштар жокпу? Суроолор? Груз 200 боюнча я очень прошу мындай маалыматты так алгачы. Туруп калбасын, ошол эле жетишпей турат бизге. Возможно, действительно, они не могут каждый по несколько груз 200 возить, это понятно. И сопоставьте с Аэрофлотовским, чтобы разница сильно не била. И посольство Кыргызской республики в Москве, пусть вот эту выплату компенсационных быстро делали. Вот сейчас повод бербеш керек-то. Араң турган элди анан козгоп алып кийин сурат албай калабыз да. Ушул Аэрофлот боюнча, груз 200 боюнча Аэрофлоттун маалыматы, анан трафиктин маалыматын эртең кагаз жүзүндө эртең саат 10го чейин жеткизип бергилечи, макулбу? Макул. Рахмат анда. Рахмат.